Кубан, скажите, что сейчас происходит в мире и как мы должны реагировать на это? Сейчас в мире то, что происходит, то, что мы видим, оно происходит из-за того, что идет большая смена энергии. Ну, может быть, это слово не подходит слишком, не полностью отражает суть, истинную суть дела. Может быть, это даже не смена, а усиление энергии. И как она проявляется в нашем, ну вот, в этой реальности. Допустим, то, что происходит сейчас, то, что люди скупают сейчас очень сильно бытовую технику, там автомашины покупают, это как раз результат того, что люди всегда находятся в ожидании чего-то, что вот-вот, завтра, послезавтра что-то произойдет. И оно вот таким образом проявляется в нашей жизни. Это ожидание, оно в какой-то мере оправдано. Оправдано не тем, что у нас неустойчивая экономика или что-то в этом роде, а оправдано тем, что на Земле происходят очень сильные изменения. Эти изменения происходят потому, что наша Земля проходит определенный участок, отрезок в космическом пространстве, и влияние космических энергий, оно проходит через людей, и чем больше оно усиливается, тем более люди чувствуют в себе предвкушение чего-то. Они где-то своим внутренним пониманием осознают, что вот-вот что-то случится, и оно должно случиться. И человеку дано право каким образом вот эту энергию направить. Либо сделать из этого разрушающую энергию, то есть войны, катаклизмы, либо же созидающую энергию. Если люди успокоятся, если люди начнут жить именно тем, что они имеют, и наслаждаться, уметь получать удовольствие, если они будут уметь получать удовольствие от того, что есть, от того, что они имеют, то все установится, все пойдет по своему руслу, как река течет по своему руслу. Если там у него нет помех, нет преград, то никаких разрушений она не делает. Просто идет по своему руслу, течет по ходу жизни, и все проходит нормально, стабильно. А если человек будет в ожидании, будет напряжен, то это будет, естественно, превратиться в разрушающую силу. Тут надо учесть то, что сейчас очень большим дефицитом стало умение довольствоваться тем, что есть. Я буквально вчера разговаривал с одним моим знакомым, бизнесменом. Он говорит, что, оказывается, мы прожили очень такой промежуток времени, очень хороший промежуток времени, где был очень большой достаток. Что все за это время успели купить квартиры, дома некоторые приобрели, хорошие дома при этом, у кого-то машины появились. Все равно сдвиг в материальном плане у всех был, говорит. А сейчас вот придет такое время, но это его видение, когда вот этого достатка уже будет меньше. И мы уже привыкшие к более такому большому достатку будем страдать от этого. Да, действительно, вот материальная часть нашей жизни, она улучшилась, но от этого не улучшилось наше восприятие жизни. Именно чувство счастья, чувство удовлетворения, оно не приходит вместе с материальным достатком. Редко когда приходит. Если человек включается в погоню за этим, то все, тогда вот оно, вот это чувство, умение человека чувствовать то, что есть, оно закрывается. Поэтому сейчас люди больше всего страдают в большей степени психологическими болезнями. Психологическая усталость, психологические болезни, которые основаны на психологических факторах. И от этого человек может освободиться лишь тогда, когда он начнет пробуждать свое тело.
свои чувства. Когда меня спрашивают люди, допустим, что делать для того, чтобы развить свои чувства, я им говорю, ну, для начала начинайте бегать, ходить, что-то чувствовать. Они говорят, бег, ну как бег поможет? Один человек мне говорит, я вот, допустим, имею результаты по определенным видам спорта, и я столько лет тренировался, говорит, и как это мне бег будет помогать в моем духовном росте. А я говорю, что сейчас такое время, когда тело отстает. Тело людей отстает, а все же чувства, они приходят через тело. Поэтому, когда у нас закрыто тело, когда у нас вот животные силы подавлены, и мы переключились только на размышления, на ум, идет ослабление народа. Ослабление всего народа. Всех народностей, можно сказать. Всех людей даже на планете. И поэтому мы сейчас друг друга тыкаем. Друг друга тыкаем для того, чтобы пробудить зверя в каждом из нас. Это происходит естественный природный процесс. Для того, чтобы пробудить друг друга. Мы помогаем друг другу. Украина помогает России, Россия помогает Украине. Америка помогает России, чтобы пробудить своего зверя. Это не говорит о том, что человек должен пробудить свою агрессию. Это другой край. Это говорит о том, что просто-напросто мы должны начать чувствовать. Чувствовать, может быть, да, иногда через агрессию, но тут надо учитывать все законы природы, что агрессия, выпущенная против кого-то, она в первую очередь съедает самого себя. Поэтому мы должны быть, то, что мы должны сейчас делать, это мы должны научиться чувствовать. Чувствовать. Чувствовать, и для этого мы должны пробуждать свои тела. В умственном отношении, отношении интеллекта, там всяко разных познаний через ум, мы преуспели намного больше, чем надо. Можно даже так говорить. В виртуальном мире, мире воображения мы тоже преуспели достаточно. А для того, чтобы пробудить своего зверя, свое тело, мы тут отстали очень сильно. Поэтому мы должны пробуждать себя, мужчины, пробуждать свои простаты, а женщины свои женские органы, чтобы женственность проявлять, а мужчины дух воина в себе проявлять. Вот тогда все будет нормально и будет приходить гармония. Да, спасибо за ответ.